Өз полк тууралуу алдыда дагы маалымат берген болчубуз. 5 жылдын аралыгында 5 жылдан бери ушул өлбөс полкко катышып жүргөн инсаныбызды студиябызга чакырган болчубуз. Полот Сулайманов ага. Доброе утро. Доброе утро. Еще раз с праздником вас. Спасибо. Вот ежегодно в 5-й год подряд вы выходите в бессмертный полк, на шествии участвуете с портретом Акулы Тулуш. Да. Очень интересно, кто он, откуда? Так, ну, в общем, история немножко длинная, но я постараюсь вкратце рассказать. С моей стороны не было родственников, которые участвовали в Отечественной войне. И мне хотелось как-то найти с кем. И думаю, ну, найдется, наверное, такого, у которого нет, неизвестный солдат, у которого не нашлось. И такой нашелся наш земляк, соотечественник наш, Акула Тулуш. Он погиб в концлагере, фашистском концлагере. Дело в том, что мы искали, видимо, ну, было данные только на немецкой карточке. Видимо, имя его написано неправильно. И там написано Бишкек, хотя в то время Бишкека не было. Вот некоторые ошибки, и, скорее всего, имя неправильно. Поэтому я хотел бы тоже вот его показать, если можно, крупным планом. Может, кто-то узнает. Наверняка, ну, не бывает такого, чтобы у кыргыза не было родственников. Поэтому хочется, может, кто-то все-таки узнает своего родственника. Наверное, у него есть родня. Потому чтобы он не был забытый. Вот я уже 5 лет, в прошлом году, несмотря на запрет, и позапрошлом году пандемия была закрыта, а в прошлом году тоже этот, но по моей инициативе мы в прошлом году, где-то человек 30, мы все-таки такой мини-бессмертный полк мы ходили. Онлайн-формате тоже же было, да? Нет, мы прошли прям по всей трассе, по маршруту. Единственное, что мы шли по тротуару, конечно, не по дороге, ну, где-то человек 30-35 нас было. Жақсы. Сіз айтпадыңыз ба, бұл адамдай белгісіз болып атат. Изилдеп көрдіңіз бе? Бұл эмне болгон? Тагдыры кандай болгон бұл адамдын? Так, ну он в концлагере погиб. Это лагерь для военнопленных, Шталак 326, это город, и похоронен он в Германии, в братской могиле, город Фалингбокстель. Вот. В плен он попал в 42 году, почти в самом начале. На Украине Каховка, под Каховкой было очень сильное сражение, там котел, и 13 тысяч человек пропали без вести. Вот один из них, возможно, он был. И, ну, вообще, конечно, огромные потери Советский Союз, мы тогда все были тоже советские, почти 27 миллионов человек только погибших. Сколько раненых, сколько просто остались сиротами. Это огромная цифра. Просто, чтобы этого не было забыто, хотелось бы, чтобы это было в нашей памяти. Откуда информацию берете? В каких источниках? Так, эта информация была, значит, у нас есть поисковое движение Кыргызстана, но оно, скажем так, мы здесь не занимаются они перезахоронением, раскопками, но тоже находят через архивы, немецкие архивы поднимают, архивная работа. И вот как раз по моей просьбе есть такая у нас Светлана Лаптева, она корреспондент «Вечера Бишкека», она нашла для меня вот этого человека, и с тех пор, в общем, мы с ним 5 лет уже неразлучные. Искали же, занимались бы каким-нибудь поисках каких-то других солдатов, без вообще пропавших? Я, в общем-то, лично я не занимался. Вот, поэтому я себе нашел друга. Бізде Кыргызстанда ушундай белгисиз келбей калгандар, аты чыкпай калгандарды издеп аткандар, ошондойлор барбы? Конечно, есть. Таап аткандар барбы, мисалы? Находятся. Каждый год поступают новые сведения. Где-то 20-30 человек ежегодно новые сведения поступают. Архивы рассекречиваются, еще что-то там, которые погибли. Бывает такое, что здесь во время войны было тоже много эвакогоспиталей. Здесь тоже есть много захороненных бойцов, которые в госпиталях здесь во время войны лечились, эвакуировали здесь. Так что здешние тоже поднимаются архивы, потому что многих захоранивали в братских могилах, без документов, без ничего. И вот это сейчас все поднимается, находится, новые данные постоянно, ежегодно поступают. Спасибо вам.
Не будем вас задерживать. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошол мүнөттөрдө Байтик Баатыр көчөлөрү менен Масалиев көчөсүнүн кесилишинде атайын өлбөс полкко катышам дегендер чогулуп жатышат. Ошол мүнөттөрдө сиз дагы жетишип калсаңыздар болот. Болот мырзага окшоп, белгисиз солдаттын сүрөтү менен же сүрөтү жок болсо жөн гана катышып, колуңузга гүл жана жакшы маанай менен катышсаңыздар болот. Ушул өлбөс полкко жүрүшүнө катышкандар Совет көчөсү менен ылдый келишип, Фрунзе көчөсүнө чейин келишет дагы. Ошону менен оңго бурулуп, алар жеңиш аянтына келишет. Ал жерде бир нече мүнөттөрдөн кийин митинг реквием башталат. Негизи бардыңыздарды мекенчилдикке чакырабыз, аталарыбызды бир жакшылап эскерип алалы. Эч ким эч качан унутулбайт. Программабызды улантабыз.